Здесь окуня, вон окуня где. Вот так, вот так. Ну так. Нету сил твоих больше. Ее зовут Вита. Ей год и месяц. По идее, это йоркширский терьер. Мама чистокровная йорка, не убегай. А у папы, видимо, какая-то примесь. Из 4 щенят в помете все 3 йорки, а это какая-то у нас не пойми кто. Да, Витуська? Кто там? Кто там? Кто там? Вон там кто-то. Мы когда сюда переехали, у меня все спрашивают, как тебе там, не скучно? Я говорю, что, но точно не скучно, потому что такое количество людей, которые я узнала здесь, познакомилась и общаемся. Ну, я, наверное, если бы всю жизнь прожила в городе, я бы столько людей не узнала. Очень благодарные люди приезжают, очень благодарные. То есть вот они побудут, они уезжают, мы со всеми обнимаемся. Ну вот это настолько приятно, когда люди уезжают довольны, им все нравится. То есть несмотря ни на что, меня, наверное, вот это поддерживает. Особенно случаи, когда я для себя думаю, я устала, я вот, ну не буду я никого принимать, там пару дней я отдохну. Но именно в этот момент бывают такие настойчивые люди, что вот мне бывает просто уже неудобно им сказать, нет, у меня нет места, или я не принимаю, я не работаю. И вот именно с ними складываются вот очень теплые отношения. Почему-то так. Травяной чай – это одна из изюминок, скажем так, нашего гостевого дома. Наши гости очень любят травяной чай. И, в общем-то, состоит он всего лишь из 2 ингредиентов – это чабрец и мята. В горах они более насыщенные, и чабрец, и мята, особенно мята, вот именно здесь, в Кармадоне, я не знаю, может быть, это какая-то определенная высота или что, но здесь она обладает вот просто неповторимым вкусом и ароматом, особенно если она уже настоялась. Ну и чабрец у нас, конечно, сейчас, наверное, еще немножечко рановато для него, но тем не менее уже можно собирать, заваривать. И перед использованием, перед завариванием, конечно, его лучше чуть подсушить, чтобы он немножечко созрел. Все очень просто, банально. Родилась в Октябрьском. Росла, училась в школе там же. Ну, единственное, 2 года я училась в Ташкенте, ну, по состоянию здоровья. 8-9 класс я заканчивала в Ташкенте. В 92 году я оттуда уехала. Школу закончила, поступила на юрфак, закончила, поработала, вышла замуж. Ну, вот дальше дети. Особо не работала больше нигде. Занималась детьми. А потом мы сюда переехали. Сколько? Уже лет 5, наверное. То есть дом у нас здесь был. Были здесь животные, коровы, бараны. То есть были специальные люди, которые занимались всем этим. Ну, так сложились обстоятельства, что больше не было возможности платить людям зарплату здесь. Решили переехать сюда, заниматься здесь вот сами всем этим. Старшие дети на тот момент уже довольно-таки были взрослыми, самостоятельными. Младший был еще маленький, поэтому была возможность его здесь с нами держать. Он еще не школьник был. Вот. И мы просто переехали сюда, и со временем пришла идея открыть здесь гостевой дом. Потом, когда дети закончили школу, началась пандемия, в общем-то. Ну, а в пандемию что в городе делать? Естественно, приехали сюда. И после мы уже не уехали, остались здесь.
Изначально эту идею нам озвучил муж моей троюродной сестры. У него на Байкале подобный бизнес. Я была категорически против. Я боялась все это начинать. Как-то к нам приехали друзья нашего друга. Они поднимались на Казбек, на Майли, на ледник. Ну, что-то у них там не получилось. И у них еще оставалось время до поезда, там 2 дня. У них были билеты туда-обратно. И им нужно было где-то переждать. Когда они шли наверх, они где-то там сделали закладку, ну, свои вещи. Так, ну, альпинисты оставляют где-то вещи. И то ли их завалило камнями, то ли они, ну, не нашли это место, не знаю. Наш друг, он их привез сюда, ну, предварительно спросив, конечно, можно или нет. Ну, естественно, можно. Как? И вот 2 дня мы с ними общались, они тут находились у нас в гостях, очень приятные люди. С ними эту тему обсудили, они, да, конечно, обязательно. Это вот как раз-таки то место, где вам нужно вот это начинать, потому что здесь не было тогда еще подобных мест. Это было ровно 5 лет назад. Ну, вот один из дней мы были здесь, стук в ворота, зашел человек и говорит, можно ли переночевать в машине у нашего дома. Зачем в машине, когда у нас тут полно места? Константин, он жил в Екатеринбурге, у него была довольно-таки хорошая оплачиваемая работа, но в какой-то момент оно ему все надоело, и он просто у него была машина Peugeot, такой фургончик. И он ее внутри оборудовал и путешествовал на тот момент уже, наверное, что-то около 5 лет. С ним эту тему обсудили, а он вообще вот прям, это вот то, что нужно, давайте. Он помог нам настолько, ну, как бы мы не знаем, да, как это все делать, что нужно делать, как это все должно происходить. Он мне просто пошагово все объяснил, где нужно зарегистрироваться, на каких картах, на каких сайтах. Ну, я была в городе, занималась своими делами. Сергей, муж с детьми, был здесь. А тут он звонит, к нам приехали люди срочно сюда. Это был Алексей Мараховец. Он довольно-таки известный блогер, путешественник из Ульяновска. У них по плану сутки были здесь у нас переночевать. Дальше они ехали в Ингушетию. Там несколько дней они должны были жить в палатках. Ну, говорит, я хочу показать детям, как это жить в палатках. Ну, вот еда вот на костре и так далее. Они приехали. Ну, естественно, мы с ними тоже стали общаться. Очень приятные люди. Мы не знали, что он блогер-путешественник. В общем, они сидели, завтракали. И вот он сидит и говорит, так неохота дальше ехать. И говорит, так хорошо. Побудьте здесь пару дней. Там, он, нет, у меня вот план. Ну, ладно, план так план. Все, поехали. Рассчитываться. Я говорю, я не хотела брать деньги у них. Я говорю, вы у нас первые. Ну, как вот, где он? Он мне говорит, Анжела, если ты не возьмешь деньги сейчас, ты не сможешь брать их никогда. То есть вы решили начать работать, значит, надо работать. Холодной водой помыл? Нет? Молодец. Было сложно начинать, потому что тогда здесь не было интернета. Все-таки на сегодняшний день интернет – это очень важная вещь для ведения бизнеса. Тем более начинать тот бизнес, который ты не знаешь вообще, как его вести. То есть это было все новое настолько и для меня, и для мужа. Мы встречали гостей, как будто они приезжают к нам в гости, как это друзья, родственники. Я, конечно, очень переживала, что у нас не те условия, у нас дом, обычный дом даже без ремонта был, у нас удобства во дворе. И мне на тот момент казалось, что люди не поедут в такие условия. Так получилось, что люди ехали, и, как оказалось, вот эти сельские условия, скажем так, я не знаю, может, это будет грубо, но это вот фильтр. Когда мне писали или звонили, а что, а сколько, а как, первое, что я говорила, что у нас удобство во дворе. И вот большая половина людей говорили, а почему вы считаете, что это важно, ну, для нас?
Я говорю, ну не знаю, мне казалось на тот момент, что это важно. Ну, как выяснилось, нет. И к нам приезжали, и я надеюсь, будут приезжать те люди, с которыми очень комфортно общаться, очень приятные люди. Со многими из них мы общаемся, ну вот уже на протяжении нескольких лет. Есть такие люди, с которыми мы дружим, и они приезжают к нам именно просто в гости. Мы к ним ездим в гости. Ну, то есть вот близкие отношения очень складываются. Не бойся. Какой у нее сынок непослушный. Она еще не всегда выходит сразу. Пойдем. Родилась я в Сибири, в Омске, но уже много лет живу в Москве. Так как я люблю горы, я просто в интернете набрала, куда мне поехать, и вылезла статья с отзывами об этом месте. Я про него не знала. Я знала, что существует Северная Осетия. Я понимала, что там горы, и мне хотелось куда-то в интересное место. Я прочитала этот отзыв, позвонила по телефону, и буквально через 2 недели я была уже здесь. Ты моя девочка, моя хорошая. В Северной Осетии никогда не была. Хотела очень попасть, и это произошло. Какие первые впечатления? Шикарные. Замечательные. Самое лучшее, наверное, скажем так, из гор, ну, как бы лучших мест я не видела. Каждый год я в течение 3 лет, это уже 4-й год, я приезжаю сюда по нескольку раз в год. В этом году так получилось, что я приехала сюда на целое лето, с мая по октябрь. Не только потому, что я люблю лошадей, здесь есть возможность этим заниматься, а просто как бы мне нравится находиться здесь, нравится проводить время с этими людьми. Ее зовут Молли. У нее есть вот жеребеночек, ее зовут Анжела. Эта лошадь очень умная. Она спокойная, умная, мудрая. Ей 9 лет, поэтому с ней особых проблем нет. Есть у нее еще сыночек Гром, который пасется внизу сейчас, но он построптивей, скажем так. Он молодой, поэтому он немножко резвый, он все время играется. А эта лошадка очень спокойная. Привозила собачку, да, у меня есть маленькая собачка Грифон Саконя. Он был здесь месяц. Отдыхал, ездил на Нижний Ван, так как он старенький, лечил суставы. Ну ничего, отдохнул, поехал домой. Ну и плюсом как бы заниматься тем, чем я хочу заниматься. Это лошадь. Им жарко, они от жары прячутся. Осетия очень многим нравится. Я бы сказала так, что из тех людей, которые были у нас, вот, наверное, ровная половина возвращается. 2-й, 3-й раз. Сама Осетия нравится. И вот именно вот это место, я не знаю, с чем это связано, но вот именно сюда возвращаются, приезжают. Многие это называют, ну, для себя они его характеризуют как место силы. Просто вот, ну, вы видели Машу, она вот просто человек уволился с работы и приехал. Осетия у нас такая, что ее невозможно не полюбить. Не-не, на стол. Да. Нас 2. Муж и я. Ну, еще был свекор, отец моего мужа. Ну, он по хозяйству, конечно, с барашками, с животными, он помогал здорово. Но в ноябре у него случился инсульт. Как бы он встал на ноги, все, но уже он не может, конечно, заниматься этим делом. А так, честно сказать, вот практически все, кто приезжают сюда отдыхать, они попутно еще и помогают. Дети помогают, конечно, но дети помогают, когда каникулы у них. В такое время года, естественно, они учатся. Вот сейчас сын, сколько ему, 11 лет, вот, дедушка не может уже с барашками ходить, он ходит.
утра выгоняю коров, вечером их пригоняю. В это промежуточное время бываю с баранами. Георгий, сильно далеко с ними сегодня не ходи, хорошо? Чтобы они не убежали опять. А вон. Ага. Обычно бывает так, то, что постоянно находишь дело. Как бы в промежуточное время минут 5 бывает скучно, а уже потом найдется дело, работа, бараны. В горах тут очень-очень интересно. Ты всегда сможешь куда-то сходить. С кем-то погулять, конечно, не получится всегда. А так тут очень интересно, красиво и все. Другими словами не описать это место. Впервые я начала делать сыр, наверное, лет 7 назад. Ну, просто пробовала делать. Но сейчас это уже на постоянной основе. Каждый день. Летом больше, 2-3 сыра в день. Зимой, понятно, 1 сыр, а то и в 2 дня 1 сыр. Не часто, но бывает, просят мастер-класс по сыру. И когда они вот погружают только свои руки вот в этот, для них это бывает прям вот что-то вот, знаешь, как это кайфово. Ну, и, конечно, соблюдать технологию, температуру нагрева молока. Но должен быть хороший желудок, хорошая закваска, потому что если он очень долго стоит, оно остывает, его потом надо бывает нагревать. Ну, это все со временем, с опытом приходит, и ты уже как бы все это на автомате делаешь. Мы нагрели молоко до 37 градусов, залили в него закваску, ахшан. Оно постояло и превратилось как бы в молочное желе. То есть полная кастрюля молочного желе. Его надо разбить вот в такое сырное зерно. Сейчас оно у нас осядет минут 10-15. А потом мы его просто соберем и переложим в друшлаг. Басахшса штамай. На самом деле это очень приятная процедура. Очень сложно, когда сырное зерно разлетается. Сейчас оно хорошо осело, оно плотное, а бывает так, что оно всплывает, особенно когда остыло, и оно всплывает, и очень долго надо бывает его собирать, вот так вот приминать, чтобы получилась у нас вот такая масса. Теперь оно будет оседать, принимать форму нашего друшлака, а мы его будем переворачивать периодически. Так вот. Я люблю делать пироги. Я довольно поздно начала делать пироги. Пока я была не замужем, у меня мама делала, и мне как бы, делает и делает. У меня никогда не возникало желания: мама, ну-ка научи меня делать пироги. Потом мы жили со свекровью, со свекром. Естественно, делала свекровь пироги. В традиционной, в обычной жизни в Осетии каждый день пироги никто не делает. Вот, поэтому, как бы, да, я видела, что и мама очень трепетно относится, и свекровь очень трепетно относилась к приготовлению пирогов. Ну и, наверное, мне это передалось от них все-таки еще. Так случилось, что у меня свекровь заболела, и пришлось уже мне начать делать. Конечно, это было сложно. То получалось, то не получалось. То они толстые, то они рвутся, то еще что-то не так. Но выяснилось, что чем чаще ты делаешь, тем лучше получается. Но я же говорю, я люблю делать, мне нравится этот процесс. Вот именно приготовление пирогов. Может, поэтому мне хочется, чтобы все делали с удовольствием. Мы, в общем-то, начали 5 лет назад. Туризма тогда еще как такового здесь, по крайней мере, в Кармадоне не было. Люди ходили только на Казбек. Я не помню, как мы познакомились. Нина, по-моему, ее звали. Она гид. И вот ей нужен был мастер-класс для туристов. Сделали 1 раз, 2 раз. А потом уже, когда начали свой гостевой дом, то как бы и запросы пошли и от туристов, и от гидов.
Здравствуйте. Приветливо. Здравствуйте. Вы здесь. Очень приятно. Проходите. Да. Ну, туда внутрь заходи. Конечно. Люди разные. Есть люди, с которыми комфортно общаться, есть люди немножечко сложные для меня. И на самом деле ты у всех учишься, даже элементарно. У кого-то ты научишься блины делать, у кого-то еще что-то. Я многому учусь у них, на самом деле очень многому. Я научилась общаться, разговаривать с людьми, потому что мне всегда казалось, что я не умею общаться с людьми, мне сложно общаться с людьми, мне сейчас сложно. Но по роду своей деятельности мне нужно общаться. И, наверное, я общаюсь все-таки с удовольствием с людьми. Приготовление пирогов – это таинство, к нему готовятся особенно. Особенно, если эти пироги делаются на празднике. Пироги делают треугольные, ставят их друг на друга 3 и раскрывают так, чтобы сверху были видны все 9 углов. Когда круглые пироги ставят на стол 3 пирога, их раскладывают тоже так, чтобы сверху было видно, что их 3. Пироги обозначают землю, небо, божественное, солнце. И когда мы режем пироги, мы их не вращаем. То есть как мы не можем сдвинуть с места землю, покрутить ее, солнце, также мы не можем крутить пироги во время их нарезки. Сделали 3 пирога, поставили на стол. Нужно помолиться особым образом. За стол садится старший, причем это старший не обязательно, чтобы он был старше по возрасту, вот из тех, кто находится здесь, а именно тот человек, который умеет правильно помолиться, правильно вести стол. А сейчас мы пока начнем делать пироги. Значит, пироги, тесто дрожжевое, обычное дрожжевое тесто. Замесили тесто, засыпали все продукты сухие, заливаем теплой водой, все быстренько замешиваем. Когда уже тесто начинает формироваться колобочком, наливаем подсолнечное масло в миску и формируем клубочек. Все аккуратненько сделали. И стоит оно поднимается. Вот оно когда хорошо поднялось, зависит от дрожжей. Я его перед тем, я его обмяла и делю его вот на такие кружочки. Вон. Это тесто на мясной пирог, по-моему. Нет. Да. Соотношение начинки и теста у нас 400 грамм теста, 600 грамм начинки. Да. Мы когда берем тесто вот отсюда, то есть мы его вот так вот не сминаем, аккуратненько, вот насколько возможно, как оно есть, мы его переворачиваем на голову и мы его разминаем. То есть мы не растягиваем его, а именно разминаем вот таким вот образом. Наступаем, и тесто у нас само расходится. Все, мы это сделали, выкладываем начинку. Я сделаю со свекольной ботвой, потому что оно сложнее, чтобы вам было проще делать с сыром. Теперь нам надо собрать. Изначально у нас он должен быть закрытый полностью. Мы его вот так вот берем и сильно не тянем, чтобы не порвать. И в то же время, насколько тесто нам дает его тянуть, мы его тянем к середине. Держим кончики, то есть мы не оставляем вот такой вот хвостик, мы держим именно кончики и мелкими складочками, шагом буквально в сантиметр, мы собираем все к середине. Чуть подсобрали, закрепили. Продолжаем дальше. Все это нам нужно собрать в середине, закрыть его. Залепили, присыпали мукой чуть-чуть, переворачиваем вниз швом. Сейчас мы будем формировать низ нашего пирога. Вот это вот низ пирога. В итоге у нас пирог должен получиться швом вверх. Это принципиально. Допускается швом вниз пирог, если это делаются пироги на поминальные мероприятия. Мне легко, когда мне кто-то еще помогает, допустим, печь пироги, чтобы не отвлекаться. Потому что когда ты один, ты должен и объяснить, и показать, и проконтролировать, и еще пирог контролировать, чтобы он не сгорел. Это довольно-таки сложно, да. Но, тем не менее, так получается, что все время кто-то находится помогать. Я сперва показываю, объясняю, как это делать. Потом уже я стою рядом с ними, контролирую. Где у них не получается, я помогаю. Кто действительно хочет, кому это интересно и нравится этот процесс, у них получается очень хорошо.
Может быть, это веяние времени, но раньше у нас не было культуры путешествия, вот скажем так, в Осетии, да вообще вот в Кавказских республиках не было такой культуры. И сейчас очень, скажем так, тяжело люди поддаются, особенно от старшего поколения, что надо ездить, не надо сидеть на месте. На самом деле надо ездить. Я говорю всем своим гостям, что да, конечно, за границу хорошо, там за рубежом хорошо, да, там может быть сервис, все. Но пусть даже это будет не Осетия, пусть это будет наша, ну вот Россия просто в целом. У нас масса мест, куда можно и нужно ездить. С одной стороны, это хорошо, что да, люди едут, люди видят. С другой стороны, немножечко, ну как-то вот уже люди, если в одно место едут, то вот начинается массовое паломничество, да, ну теряется самобытность, наверное. И вот эту вот грань какую-то надо, наверное, как-то вот, не знаю. Если честно, мне бы, наверное, хотелось покоя. То, что сейчас здесь есть, да, вот мы, там рядом гостевой дом, это очень мало. Мы не в состоянии как бы всех устроить на ночлег, потому что очень много желающих подняться на Казбек, на верхние ванны, на нижние ванны походить. Я все-таки надеюсь, что здесь что-то построят. Я знаю, что к нам будут приезжать люди. Это будут приезжать вот просто вот такие вот, которым просто хочется вот побыть в тишине здесь как-то вот. То есть, ну, более спокойной работы мне хочется. В позапрошлом году я месяца 2 спала в палатке во дворе, потому что вот моя безалаберность приводит вот к таким, что я забываю, что у меня люди, а это сезон высокий, и люди приезжают, а мы бронировали, а я понимаю, что я вот просто про них забыла. Ну и я освобождаю свою комнату, а куда, как по-другому. То есть у нас вот по соседству гостевой дом, мы друг друга выручаем. И когда вот такая ситуация, я бегу к нему, я говорю, помогай, место нужно. А я все-таки думаю, что будет развиваться это ущелье, потому что, во-первых, из-за источника, во-вторых, из-за того, что сейчас очень много альпинистов, которые приезжают, и им нужна какая-то инфраструктура. То есть просто приехать и оставаться в палатке. Можно, да, конечно, они там живут в палатках, но все-таки им хочется какого-то комфорта тоже. Был бы потенциал очень, я не знаю, как сказать, хороший, высокий, если бы не угроза схода ледника. Все равно это как бы оно висит в воздухе, и понятно, что ледник сойдет еще раз. Когда это будет, никто сказать не может, но по-хорошему здесь нужно восстанавливать санаторий, потому что это на самом деле не просто вот приехать там покупаться в горячей воде, да, как в Бирокзанге, а это именно лечебная вода. Все, кто туда ходил, у кого есть проблемы с суставами, она действительно помогает. То есть это один из таких методов, где не надо ни операции делать, ни каких-то препаратов сильнодействующих принимать для людей с больными суставами. И поэтому очень жалко, что это все так труднодоступно именно для тех людей, кому она нужна. Люди устали от городской суеты, от всех вот этих вот новостей. Люди, когда приезжают из больших городов, Москва, Санкт-Петербург, они говорят, ой, во Владикавказе так хорошо, так все тихо, размеренно. Я говорю, представьте, вы приезжаете оттуда, и вам кажется, что во Владикавказе все тихо и размеренно. А я приезжаю отсюда, с гор, во Владикавказ, и мне кажется, там такая суета. Я не знаю, чем бы я хотела заниматься, если бы не было вот этого. Ну, я понимаю, что я на своем месте. Вот сейчас я на своем месте. Может быть, да, я же говорю, опять-таки, я устаю, я не робот, я человек, и мне хочется, наверное, куда-то. Все приезжают и спрашивают нас, вы же видели, у нас там карта с флажками. И первый вопрос у людей бывает, это где вы были?
Ну, естественно, нет, мы не были. Это люди, откуда к нам приезжают. Меня очень часто спрашивают, а когда у вас отпуск, а где вы бываете? Ну, я говорю, ну, наверное, мне пока некогда где-то бывать, потому что пока мы работаем с теми людьми, которые к нам приезжают. Человек должен знать, что он хочет и что ему нужно в этой жизни. Но когда он будет это понимать, и он будет понимать, как этого можно достичь, пусть это будет нелегко, не просто, не быстро, но я думаю, он будет счастлив, когда ему есть ради чего жить, ради кого. Просто сейчас гонка за материальным идет. Просто если человек для себя решит, что вот материальное это, да, оно нужно, оно необходимо, но это не первое место в жизни занимает. Наверное, тогда были бы все счастливы, если бы все не соревновались там телефонами, машинами и так далее, а просто вот тихо, спокойно жить для себя, для своей семьи. У меня есть все. У меня есть семья, у меня, ну, мамы нет уже, папа, слава богу. Ну, я думаю, все-таки это важно. Это важнее, чем все остальное. Чтобы все были здоровы. Вот здоровье самое главное, чтобы особенно дети, ну, должны быть здоровы. Ну, для меня это важно.